Если в Самани будут выдавать денежные переводы, я попрошу, чтобы мне не посылали деньги. Пусть через знакомых передают. Ахмаджон Рахимбеков недоволен тем, что деньги, которые высылают ему сыновья из России в рублях, на родине ему выдают в национальной валюте. Мужчина посчитал, что он теряет в среднем около 3-5% из-за разницы между неофициальным и банковским курсом. Сумма для сельского жителя довольно значительная. В прошлый раз 10 тысяч рублей послали. Я потерял 60 самани, $8. Сегодня опять 10 тысяч. В общем, 120 самани, $16. К тому же, по словам Ахмаджона, весной он планирует послать на лечение в Россию свою супругу, и ему придется покупать рубли. То есть он опять потеряет на обмене валюты. Когда они не имеют возможности получить переведенные денежные средства в рублях, то в зависимости от соотношения разницы официальной и неофициальной, которые существуют в Таджикистане, теряют. И кроме того, если они хотят использовать в дальнейшем в своих бизнес-проектах, вынуждены эти средства опять-таки менять на иностранную валюту, что второй раз теряют в процентном соотношении. По подсчетам журналистов информационного агентства «Азия Плюс», жители страны за год могут не досчитаться при получении переводов более 50 миллионов американских долларов, которые осядут в банках. С такими цифрами чиновники не согласны. Они говорят о 5 миллионах, однако признают, что потери все же будут. Для того, чтобы защищать национальную валюту, необходимо, прежде всего, несколько раз мы об этом говорили, реабилитировать производство и модернизировать его с тем, чтобы реальный сектор экономики заработал. Главное финансовое учреждение страны ввело предписание о выдаче рублевых переводов в сомони, якобы с целью поддержки национальной денежной единицы, укрепления ее курса и борьбы с черным рынком валют. Хотя, считают эксперты, такие меры ни к чему хорошему не приведут. Таджикистанцы будут искать другие возможности передать деньги, а черный рынок только вырастет. Он-то и появился, по словам специалистов, только после закрытия всех обменных пунктов. Об ошибочности этого решения говорит то, что в ближайшее время будут открыты дополнительные точки обмена. Сегодняшнее предписание касается только российского рубля. На другие валюты оно не распространяется. Но эксперты утверждают, что в сегодняшних условиях можно ожидать чего угодно. И, возможно, такое ограничение коснется доллара и евро. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.